Привет, это Иван Елисеев. Продолжаем говорить о будущем Удмуртии. С первого дня работы движения «Удмуртия против коррупции» мы стараемся поддерживать все общественные инициативы в нашей республике. Мы рассказываем о них в наших каналах, по необходимости помогаем юридически или советом. По сути, это та работа, которую должны делать депутаты, быть в постоянном контакте с людьми и продвигать то, что важно людям. Депутаты от «Единой России» этого не делают, потому что на самом деле они никакие не депутаты, а чиновники, которые изображают видимость деятельности и делают то, что им скажет начальство. Я убежден, что в Удмуртии будущего все должно быть по-другому. У людей должны быть реальные способы влиять на власть и реальные избранники, которые будут их представлять. И у нашей республики есть потенциал для работающего местного самоуправления. Ведь даже в путинской России и Бричаловской Удмуртии, где всех депутатов встраивают в единую вертикаль, у нас были и остаются настоящие народные представители, буквально как ростки, пробиваясь через асфальт. С одним из них мы недавно говорили. Посмотрите наш разговор с депутатом Камбарского района Эдуардом Глуховым, который продолжает борьбу за право жителей района бесплатно ездить по Камскому мосту. А сегодня мы поговорим с еще одним народным депутатом. Его зовут Николай Суворов, и с 2008 по 2016 год он был главой муниципального образования Хохряки. Он много сделал для своих односельчан, при этом никогда не скрывал свою политическую позицию, участвовал во всех протестных митингах. В 2016-м ему пришлось уехать из России. С ним мы обсудили, как «Единая Россия» добивала остатки местного самоуправления и как нам построить реальное местное самоуправление в будущем. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, внизу для удобства просмотра есть тайм-коды, наливайте чайку, будет увлекательно. Николай, спасибо большое, что нашли время поговорить. Вы многим известны как народный глава муниципального образования Хохряковская. Давайте начнем вот с чего. Расскажите, что вообще привело вас в местное самоуправление, почему вы для себя выбрали именно такой путь? Я занимался бизнесом тогда. У меня была своя компания строительная по сантехнике. И я занимался бизнесом и решил купить земельный участок где-то недалеко от Ижевска. Появились деньги тогда. Купил участок, переехал, оказалось, это деревня Хохряки. Деревня – это название, конечно, очень условное, потому что там жителей уже как, по меркам Америки, например, это не маленький город. И когда я переехал туда, начал строиться, один из местных депутатов райсовета, Хлебников Владимир Михайлович, он мне сказал, что, слушай, у нас здесь в поселке огромная проблема с сантехникой. Если бы смог нам помочь, то мы бы тебе были очень благодарны. Там в Хохряках есть несколько многоэтажных домов, пятиэтажных домов, и было, сейчас уже стало много больше. И оказалось, что там, я провел инспекцию, оказалось, что там практически все подвалы домов затоплены канализацией. Все разбито, вода течет. И вот я стал работать, но жители это заметили, что из подвалов перестало вонять, и начало улучшаться состояние жилых домов. И ко мне обратились жители, сказали, да, не жители даже, она тоже житель, действующая глава Хохряков, Росланова Любовь Павловна, она сказала, Николай, слушай, у нас здесь проблема с набором в депутаты, никто не хочет идти в депутаты. Может быть, есть желание? Я ей сказал, да не, Любовь Павловна, какие депутаты, я никогда в политике не участвовал, не хочу участвовать. Но, тем не менее, ей удалось как-то меня уговорить, она меня там возила с собой на различные учебы, там конференции, кандидатов в депутаты. И как-то я вошел в колею. И когда прошли первые выборы, это было в 2008 году, по-моему, в народные депутаты, народ с утра начал меня поздравлять. Я вообще не интересовался, там многие из кандидатов сидели, там считали голоса, говорят, всю ночь. Я просто тихо-мирно спал, утром побежал на утреннюю пробежку, там пробежаться с собакой, и мне
жители поздравляют меня, жмут руки, говорят: слушай, Николай, ты занял первое место по количеству голосов. Я был шокирован, конечно, да. И тогда у нас образовалась группа депутатов, выбирали 10 депутатов, и вот 4 депутатов обратились ко мне, они оказались моими сторонниками, единомышленниками, они сказали: Николай, давай выдвигайся в главу, люди тебе доверяют. Я говорю: да не, я не могу, у нас нормальная глава. И потом она меня притащила практически в депутатство. Вот. Но тем не менее, я поддался этим уговорам, и, в общем, мы побеседовали там с руководителями бюджетных учреждений, которые тоже вышли депутатами, там был директор школы, по-моему, еще кто-то. И они сказали, замдиректора школы была, да, они сказали, что, ну, я побеседовал с ними перед выборами, чтобы не попасть в просак на выборах главы, потому что депутаты потом выбирают главу из действующих депутатов уже. Вот. Я заручился их поддержкой, но когда началось голосование, приехала представительница там с района, кто-то приехал, по-моему, юрист даже, начальник юридического отдела. Началось голосование, и к шоку для себя я проиграл как раз с разницей в 2 голоса. То есть понятно было, да, как это произошло. С ними, с руководителями бюджетных учреждений побеседовали. Я думаю, и сейчас такое происходит. Потом мы выяснили, что у нас бюджет просто-напросто расхищается. Наш небольшой, но это, кстати, в республике у нас поселение был самый большой бюджет, потому что Хохряки – это пригород Ижевска, у нас очень много налогоплательщиков крупных предприятий. И мы выяснили с моим товарищем Владимиром Шишаковым, который стал районным депутатом при нашей поддержке на следующих выборах. Вот. Мы с ним начали разбираться, куда у нас уходят деньги, потому что начинаем что-то делать, а денег в бюджете нет. Вот. После долгих разбирательств выяснилось, что наши деньги просто-напросто забирает районный бюджет, нагло. То есть забирает там из 4 миллионов или 6 миллионов дохода годового, у нас забирали больше половины просто так. То есть в виде трансфертов. Есть такая методика трансферта, но за это должны проголосовать депутаты. У нас их забирали просто из бюджета, даже не голосуя. Тогда главой района была Баталова Галина Васильевна, такая авторитарный лидер и протеже тогдашнего главы республики Волкова. И она как бы считала, что она абсолютно права, не допускала никаких возражений. Потом, когда мы разобрались, мы начали писать разные жалобы во все инстанции. Значит, в ходе этих разбирательств выяснилось, что у нас еще и хотят снести наш местный сельский клуб, который был уже старенький, но других помещений у нас не было. Мы его использовали под клуб. Это было еще неплохое здание для массовых вот этих мероприятий, собраться с населением. Выяснилось, что у нас хотят сносить клуб наш местный. И я говорю, как по 131 федеральному закону мы должны получить имущество от вышестоящих уровней для исполнения наших полномочий. То есть как же мы будем исполнять полномочия по массовой культуре среди населения, если у нас даже не будет своего клуба, сельского клуба. Но, тем не менее, в одну из ночей приехал бульдозер и, прорвав оцепление жителей даже, значит, там, по-моему, даже, кстати, приехали какие-то солдаты, даже с оружием там приехали и отталкивали жителей, расталкивали. В общем, это была практически битва, да. Вот. Нам не удалось отстоять полностью весь клуб, но мы хотя бы половину клуба отстояли там как раз со спортзалом, и мы дальше потом использовали это здание. Вот. Произошел крупный скандал, конечно, да, там солдаты с автоматами, местные жители, это какая-то жуть, да, особенно в то время, когда было еще тихо, мирно и спокойно. Вот. Нам это удалось отстоять, и потом в процессе уже судебных разбирательств там и прочее у нас появились какие-то сторонники, в МВД в том числе, и выяснилось, что элитные участки вдоль Камы в Завьяловском районе, они в то время просто разбазаривались и за бесценок уходили нужным людям. Там Докша, Гальяны, вот эти хорошие места. И с МВД мне дали список, в общем,
те, кто мне сочувствовал, good morning. И по этому списку выяснилось, что эти участки получали как не имеющие жилья, значит, это судьи, прокуроры Удмуртской республики, депутаты разных уровней, там, друзья президента, глава района получила несколько участок Баталова, там, ее замы, ну, в общем, полный список у меня до сих пор есть, я его привез с собой. Вот. Мы дальше начали писать жалобы, писать заявления в суды, подавать в суды, нам везде отказывали, но тут вдруг что-то произошло. Мне даже сказали, что назначили нового главу МВД тогда, по-моему, в Удмуртской республике, и якобы он, ну это из области слухов, он позвонил Баталову и сказал, ну слушай, мне там нужен земельный участок, там где-то хороший. Она сказала, ну как, у нас земельные участки только в результате торгов. Вот. Ну, у него-то вся база данных, видимо, была. Он сказал, как так? Всем бесплатно, а мне с торгов? Здрасте. Ну и, в общем, как нам сказали, запустили уголовное дело, там возбудили против Баталовой, ее осудили. Я был в суде тоже, участвовал, да, во всех судах. И ее осудили, отстранили от работы. Вот. Но там дали, конечно, штраф чисто символический, где-то 500 тысяч долларов, рублях, 500 тысяч рублей, по-моему, что ли, такой для нее небольшой штраф. Вот. Но тем не менее, значит, мы считали, что мы выиграли, и теперь начнется новая жизнь. Ну, потом, когда меня уже избрали главой, изначально у меня сторонников в Совете депутатов было только 4 из 10, и мне все инициативы приходилось пробивать с большим трудом. И, кстати, это очень хорошо, потому что это как раз меня закалило. Закалило, как бы я постоянно что-то изучал, не спал ночами, там изучал бюджетный кодекс и так далее, чтобы убедить, и нам удалось отстоять наш бюджет в дальнейшем, и появились какие-то средства на улучшение жизни в Хохряках. И следующие выборы я уже выиграл просто с подавляющим перевесом против единороссов. За кандидата единороссов не проголосовал ни один, все 10 депутатов проголосовали уже за меня, как за главу. Это был уже мой третий депутатский срок и второй срок главы муниципального образования. После 2 сроков на посту главы Николай ушел из местного самоуправления, а вскоре был вынужден покинуть Россию. Вот 2 срока я убедился на себе, что 2 срока это более чем достаточно для главы муниципального образования. Я тогда сказал, что все, на следующие выборы я не иду. Ну, конечно, как так, там ко мне подходили предприниматели, подходили жители. Да нет, давай продолжай работать, нам с тобой комфортно работать. Я сказал, нет, это мое принципиальное решение. Там до выборов оставалось, по-моему, еще год, где-то до очередных выборов. И потом из МВД, мне позвонили из МВД мои, ну, те, кто мне сочувствовал, и сказал, Николай, нам надо встретиться, переговорить, дело серьезное. Я приехал в МВД, ну, в смысле не в МВД, а на встречу там в каком-то кафе. Встретились мы с ним, и он сказал, слушай, ты лишил кормушки очень многих серьезных людей, в том числе из ФСБ Удмуртской республики, вот то, что убрали Баталову. И тебе нужно, я считаю, он сказал, что когда срок закончится твоих полномочий, тебе нужно куда-то уезжать. Ну, я удивился, да как так, вроде бы никто не покушается на меня, но в то время уже были прецеденты, когда оппозиционерам кидали там на стол взятки, бумажные конверты кидали, потом врывалась группа, ОБЭП, и ну, человека брали как бы типа с поличным. А потом там годами люди сидели в изоляторах и не могли доказать, что они не преступники, и они даже к конверту не притрагивались. Вот. В итоге я понял, что да, дело серьезное, я взял отпуск, ну и одна из знакомых мне посоветовала, что ехать в Америку сразу, зачем тебе куда-то там, например, на Дальний Восток, там и тебя найдут без проблем, и там тебя найдут. Вот. Я вначале хотел по родственным как бы связям ехать в Финляндию, вначале в Европу, но меня уговорили, давай в Америку. Вот. Ну и так вот я, в общем, оказался в Америке. Я уже из Америки позвонил главе района и сказал, что я не собираюсь возвращаться пока, вот, пока есть эта власть. И тогда уже начались репрессии в то время, да. И потом вот это вот присоединение Крыма насильственное меня очень сильно, ну, у меня практически опустились руки. Я понял, что все, эпоха местного самоуправления в Удмуртии, в России она заканчивается, и уже нет необходимости нашим властям смотреть на Европу.
смотреть на Европу, и все будет тихонечко уничтожаться. Ну, в итоге вот так и произошло. Сейчас уже Мгм. местное самоуправление уничтожено полностью. Расскажите про методы, то есть вы были вот таким неудобным главой, какие методы использовали единороссы, как и, в общем, хохряковские, так и вышестоящие, чтобы, ну, может быть, может, как-то запугивали, либо наоборот, может быть, пытались сделать вас лояльным какими-то способами. То есть как они действовали в этом смысле? Действовали очень просто и достаточно неизощренно, я бы сказал. Вначале глава района как-то раз в беседе со мной сказал, что Николай, давай в Единую Россию, иначе тебе путь наверх закрыт. Вот ты как работал главой, так ты максимум это твой уровень главы. Я Мгм. сказал, нет, Андрей Владимирович, у меня есть принципиально моя точка зрения, я не собираюсь изменять себя. Вот. А потом уже на выборах были там разные, пытались вбрасывать против меня компрометирующие материалы. Там я избирался в райсовет, кстати, в депутаты райсовета, но потом понял, что там из 30 человек, если я буду один выступать против, то ничего это не изменит. И у меня был выбор, я остался главой муниципального образования на тот момент. Хохряковского не пошел в район, не остался в районе, вместо меня там другой депутат стал из моих единомышленников. Вот. И во время выборов, конечно, да, были различные кампании направлены против меня. Это какие-то газеты они выпускали там с явно поддельными фактами какими-то, находили жареные факты поддельные. Дальше через суды пытались меня снять с выборов. Ну, к счастью, суды в то время были еще относительно независимые, как я понимаю, и Завьяловский районный суд признал, что я прав, не снял с меня выборов, остановил меня в выборах районных депутатов. Ну, а так, конечно же, мне на всех трибунах мне говорили, что Суворов, Суворов оппозиционер, поэтому его территория не получит никаких средств из вышестоящих бюджетов, пусть даже не рассчитывают. Вот. Но тем не менее, я хочу сказать, что какие средства мы все-таки получали. Но в объеме это было, конечно, очень мало из того, что мы могли бы, допустим, получить, будь я там единороссом, да. Поэтому бюджетное давление вот, финансовыми средствами, это тоже, конечно, было, да. Ну и потом уже перед моим отъездом буквально ко мне, когда я выдвинулся на пост председателя Удмурт-Кенеш, был на собрании Удмурт-Кенеш и выдвигался новый председатель, там и была Ишматова, которая тоже выдвигалась, ее выдвигал лично президент республики тогда Соловьев. Вот. И мы готовили одного из своих сторонников к тому, что он выдвинет свою кандидатуру. Он в решающий момент, он даже не пришел на голосование, к сожалению, хотя это бывший офицер, там вроде бы воин, мы считали, что, ну, в общем, но он работал в бюджетном учреждении. Его тоже запугали, похоже, что он даже не пришел на съезд. В итоге я выдвинул свою кандидатуру. Ну, понятно, что там не было в моих планах, и ни у кого в планах не было, поэтому я набрал там чисто символически там 3-5 голосов, но тем не менее кто-то проголосовал за меня все-таки на съезде. Вот. Ну и выиграл Ишматова. И тогда уже после съезда, а может быть перед съездом это было, я уже точно не помню сейчас, ко мне подходили удмуртские активисты. На тот момент кто-то из них работал в банке, там кто-то где-то еще, ну, известные личности. Они приехали ко мне, сказали, нам надо поговорить с тобой, Николай. Ну, они говорят, зачем тебе вот это все надо, вот это вот оппозиционерство и так далее. Давай в наши ряды, Единая Россия. Вот. Я сказал, нет, не могу. И они сказали, ну, слушай, ты же можешь себе представить, что внезапно тебя может сбить какая-то машина на дороге. Я говорю, ну да, конечно могу, как бы и предполагаю это. Любого может сбить машина на тротуаре, на пешеходном переходе, к примеру. Вот. Ну, вот так вот, ну, не понял, так не понял. Хорошо, оставайся при своей точке зрения, они уехали. Ну, то есть Мгм. были такие недвусмысленные намеки, да, это тоже было. Ну, в целом я бы хотел сказать, что люди в районном совете депутатов, в принципе, и в нашем совете депутатов, те, кто были оппозиционеры раньше, достаточно все здравомыслящие, но всех давили через бюджет, через финансы.
И предпринимателей давили, и депутатов простых, как бы бюджетников давили именно тем, что обрежем финансирование. Ну да, на самом деле, конечно, ужасно, когда мы, возможно, там многие в России уже привыкли, что к тем, кто против власти, там им идут угрозы и так далее, но я в этом смысле хотел бы подчеркнуть, там для наших зрителей, может быть, кто-то не знает, вот это вот бюджетное давление, это основная такая подпорка вертикали, она работает на всех уровнях, не только на местном, но и на федеральном, когда нам вот рассказывают о том, что давайте хорошо на выборах голосовать за депутатов от Единой России, тогда Удмуртии дадут больше денег, и об этом говорили бесконечное количество лет, и в итоге так денег не дали, и ужасно, что этим, в общем, давили и на уровне местного самоуправления. И это, конечно, так быть не должно. И в этом смысле хотел бы спросить относительно, вот до сих пор встречаются люди, их, конечно, уже радикально меньше, которые идут работать во власть или там пытаются избираться, да, и с такой формулировкой, чтобы изменить систему изнутри. Вот как человек с таким богатым опытом, что вы можете сказать таким людям? Изменить систему изнутри, ну, для России, честно говоря, мне кажется, это единственный вариант смены власти и смены политического режима в России, это именно изнутри. Почему? Потому что, к сожалению, в истории России все реформы, в истории России, они все осуществлялись сверху. Начиная с отмены крепостного права, там, заканчивая ельцинскими реформами, все осуществлялось сверху. И в итоге это в России не приживалось. Поэтому я считаю, что это единственный путь. Поэтому вот я участвую в съезде народных депутатов в Польше в онлайне, и мы там предположили, что реформы все в России надо начинать с муниципального уровня. Именно в первую очередь принимать закон о местном самоуправлении, и потом уже все остальные законы. И только так можно что-то изменить. Иначе, если снова это будет сверху, то снова ничего не получится однозначно. Потому что свободу надо добывать, ну, я бы сказал так, потом и кровью, и с оружием в руках, так как это происходило, в принципе, во всех развитых странах, включая Америку. Вот, кстати, за мной как раз это картина, где на реке Гудзон баталии происходили в гражданской войне между сторонниками рабства и отменой рабства. И они тоже добывали свою свободу с оружием в руках. И у меня сложилось стойкое ощущение, что да, это единственный путь. Единственный путь, ну пусть не с кровью, но именно снизу попытаться изменить политический строй в России. Когда люди почувствуют, что они хозяева своей земли, они хозяева в своем доме, и они способны что-то изменить, тогда в России что-то получится. Если нет, если сверху, то я думаю, что ничего не получится. Все вернется к авторитарному режиму снова. Ну да, да, я тут с вами согласен. Возможно, если строить это снизу, то, может быть, и обойдется это как раз без крови. А если будет Да. очередная попытка выстроить автократию, то это все для нас, скорее всего, очень плохо закончится. Да, это будет очередной указ сверху. Люди будут рады, да, будут там праздновать, танцевать, свобода и так далее. Но эта свобода, которую дали сверху, она не ценится, к сожалению, людьми. Вы начали вот про США. На самом деле много же интересных там есть практик именно местного самоуправления. Я, например, ну и в принципе вот того, как там все устроено на местности. Например, моя знакомая рассказывала мне, как они специально ездят закупаться в супермаркет, который более далеко от их дома. И когда она спросила, почему мы ездим так далеко, ей сказали, что, значит, вот тот супермаркет более дальний, он относится к нашему каунти, ну, графству или как там это называется,
занимаются, и поэтому налоги с наших покупок пойдут на обустройство нашей территории. Поэтому мы лучше дольше проедем, но эти налоги пойдут к нам. И меня тогда это поразило, что вот на таком гражданском уровне уже возникает осознание, что человек едет и сам свой доллар вкладывает так, чтобы ему вернулось это налогами. Может быть, вот давно живете в Америке, может быть, еще знаете какие-то вот такие американские практики, которые могли бы быть применимы в России и Удмуртии? Я, конечно же, изучал немножко здесь систему самоуправления, каким образом она выстроена в Америке. Но американский опыт, я считаю, что для России он, наверное, недостижим пока, потому что в Америке создание страны даже происходило абсолютно по-другому. То есть не методом там завоевания новых территорий и так далее, а просто собрались представители штатов и решили объединиться, да, вот. А в Россия, она создавалась путем завоеваний, и поэтому я думаю, что трудно будет применить американский опыт. Кроме того, в результате того, что здесь каждый штат это независимое практически государство, и губернатор штата может открыто там послать подальше президента страны в соответствии с действующим законодательством. Каждый штат это отдельное практически государство, да. И, соответственно, вот этот вот уровень независимости, он проходит сверху донизу и снизу доверху в системе власти в Америке. И в данном случае здесь здесь даже есть такая норма права, что если люди какой-то территории, они хотят жить по своим законам, просто-напросто происходит всенародное голосование, и если набирает инициатива 50 плюс 1 голос, то они могут образовать свой муниципалитет. Выбирать там свои глав. Это буквально можно провести там в течение нескольких месяцев. Это для России, конечно же, наверное, пока недостижимо. Я думаю, что там привыкли жить по оглядке, ну, как сверху скажут, да, оглядываясь наверх. Одобрят ли там сверху эту инициативу. Здесь нет, здесь абсолютно все свободно. И поэтому здесь в Америке огромное многообразие форм местного самоуправления. Просто огромное многообразие, потому что в каждом штате свои законы. И в каждом графстве даже есть. В каких-то графствах, кстати, даже нет вообще муниципальных образований. Там работают, там просто территория существует, управляют сверху. В каких-то графствах. В каких-то графствах есть муниципальное образование. То есть это просто немыслимое разнообразие форм и методов управления территорией. Есть, конечно же, в этом во всем. Я думаю, что и достоинства, которых больше, есть и недостатки, потому что есть территории, на которых высокие налоги. Высокие налоги, которые, например, там, ну, не все могут потянуть эти высокие налоги, и люди, когда покупают жилье, они смотрят территорию именно по налогам в первую очередь. Там, где высокие налоги, конечно же, там живут люди более зажиточные, с более высоким жизненным уровнем, там больше порядка, там чисто ухоженные территории, там замечательные школы, где работают высокооплачиваемые кадры в этих школах. То есть, может быть, две территории, буквально границы между ними нет, но, тем не менее, едешь по Америке, и одна территория, видно сразу, что живет намного богаче, а тут же рядом территория, которая живет намного, ну, как бы попроще, да, там. Да, и поэтому на той территории, где, ну, кстати, сложно отрицать, что это территории, где проживают, ну, такие более бедные территории, там проживает в основном черное население Америки, вот. И там больше беспорядков, да, там наркотики могут быть там и так далее, вот. И полиции там приходится чаще выезжать. Но, тем не менее, ну, они выбрали как бы, да, такой образ жизни. Им так нравится. И единственное, что на этих территориях, конечно же, я считаю, что этой территории мало интересуются вышестоящие власти. То есть туда приезжает полиция только тогда, когда что-то уже случается, или же есть предположение, что может что-то случиться. И поэтому они живут своей жизнью, но там, конечно же, это поле для расцвета криминала.
Есть такое, да. Вот. Ну, тем не менее, это опять же вот огромное политическое, огромное разнообразие, да, в жизни Америки. И оно имеет право существовать, да. Да, и, конечно же, еще один момент. Я сравниваю здесь, жизнь здесь как бы в муниципалитетах и жизнь в России в муниципалитетах. Там в России очень много инициатив, оно идет сверху, то есть от главы поселения, там, от депутатов, там, от старосты улицы, допустим, а не от просто жителей. Вот. Те же там какие-то спортивные соревнования постоянные, там, состязания, спартакиады, я не знаю, там, праздники для пожилых и прочее. Здесь тоже это есть, но это обычно в государственные праздники только происходит. Вот. Именно на местном уровне, я имею в виду, не спортивные соревнования там, профессионалов, а именно на местном уровне. Все это происходит только именно по государственным праздникам чаще всего. Ну и какие-то праздники, там, День территории какой-то. А просто так провести какие-то соревнования, к примеру, они могут проявить инициативу жителей сами, но не власти. Могут там предприниматели какие-то проявить инициативу, объявить какие-то спонсорские и прочие дела. И поэтому здесь, внутри муниципалитетов, здесь просто люди как бы живут своей жизнью. Живут своей жизнью и не ждут, что кто-то там откуда-то им скажет, там, давайте проведем соревнования, к примеру. Здесь больше инициативы именно идет снизу, не сверху. И для меня, привыкшего к тому, что там мне говорят, Николай, сегодня у нас там, допустим, тренировка по футболу, по хоккею, давай присоединяйся. Здесь, конечно, такого нет. Хочешь идти туда, есть желание, пожалуйста, есть там рядом Ледовый дворец, покупай хоккейную форму, иди играй там, присоединяйся к какой-то любительской команде. То есть никто никого здесь, в общем, уговаривать не будет там, давай туда, давай сюда, вся инициатива снизу, да. И в этом я говорю, что для меня, привыкшего немножко к другому укладу жизни, вначале было это, ну, сложновато. Вы так подробно рассказали про американское местное самоуправление. Может быть, есть ли у вас какое-то видение того, какое самоуправление нам нужно в будущем в Удмуртии? То есть, потому что американская модель, понятно, что она очень сложная, и там как вы видите, какая модель подойдет Удмуртии в будущем вот с высоты там, своего опыта практического и то, что вот вы видели в Америке, как вы на это смотрите? У нас на съезде народных депутатов Польши предлагали разные варианты местного самоуправления будущей России. Одна идея была, ну, в том числе я ее поддержал, что у нас федеральный закон о местном самоуправлении в Удмуртии, в частности, в нашем муниципальном образовании Хохряковское, работал прекрасно. Вот. И поэтому нам не надо изобретать велосипед. Закон этот достаточно серьезно проработан. Он проработан с учетом европейского опыта и хартии о местном самоуправлении. Вот. Но часть делегатов съезда со мной не согласилась, и они предложили вариант общественного самоуправления. То есть это уже будет не местное самоуправление, как бы типа, а общественное самоуправление. Не будут создаваться никакие органы местного самоуправления, администрации, там, глава муниципалитета, будет какой-то типа city-менеджер, значит, который будет управлять территорией. Не будут избираться депутаты, а все инициативы, они будут происходить там, допустим, улица там решила там заасфальтировать свою улицу, да, там они сказали, вот у нас есть такая инициатива, мы проголосовали улицы, давайте выделяйте деньги из бюджета, давайте асфальтировать нашу улицу. Или какой-то там многоквартирный дом, допустим, там мы хотим сделать детскую площадку, мы проголосовали, мы подаем эту инициативу там сити-менеджеру, и таким образом, они считают, что не будет затрат никаких на управление, значит, не надо будет там проводить выборы и прочее, что все это лишнее. Вот, кроме того, они предлагают работать за счет наблюдательных советов. То есть в каждом учреждении, включая в себе там больницы, школы, детские сады,
инициативные жители должны создавать такие наблюдательные советы, посредством которых, ну, естественно, это на добровольной основе, посредством которых будут управляться, значит, там, образовательные учреждения или учреждения здравоохранения, детский сад. И, ну, в принципе, вот такой путь, я считаю, что он тоже вполне приемлем, и это достаточно интересный момент, да, когда вся инициатива будет происходить снизу. Но я считаю, что должен быть хотя бы какой-то переходный период для того, чтобы Россия пришла вот к такому методу самоуправления. Все-таки сейчас, после длительного опыта, там еще царская Россия, дальше сталинизм и прочее, путинизм, да, такая, сразу перейти на эту систему общественного самоуправления, я считаю, что это просто невозможно для России. У Ну нас да. нет столько, да, у нас нет пока столько инициативных и грамотных людей, которые могли бы ну, обосновать даже, значит, свои мысли, да, там, обосновать свою инициативу грамотно. Я считаю, что пока мы не можем перейти к такой форме организации самоуправления. Пока для начала, мне кажется, нужно попробовать вот этот, переработать 131 закон, что было успешно сделано, кстати, на съезде, и за основу все-таки приняли вот эту версию, которую в том числе поддерживал я. И поэтому в этом законе там детально все прописано, как это должно обустраиваться, как это должно происходить. То есть вначале должны быть выборы местных советов депутатов в каждом поселении, в каждом районе, а потом уже те, кто прошел через горнило этих выборов, выбранные депутаты, они имеют право выдвигаться на следующий уровень. Как было в России, в которой я работал, там местные депутаты и, допустим, районные депутаты, и тем более депутаты Госсовета, считалось, что, ну, это не ровня, да, там, это не ровня. Ну, что такое там депутат Госсовета, к примеру, и сельский депутат, небо и земля. Да, и поэтому это очень сильно, на мой взгляд, сужало как бы взаимодействие между этими органами власти. И для того, чтобы там попасть на прием там, депутату Госсовета, там надо было ждать там, не знаю, я ждал месяцами, там, чтобы пробиться к какому-то депутату Госсовета по насущным вопросам. Ну, меня всячески пытались отодвинуть встречу и так далее. А тем более уж пробиться на прием к президенту, это уже, ну, это вообще невозможно. Я пытался к Соловьеву, записывался тоже, да, в свое время на прием, но мне каждый раз там из секретариата отвечали, нет, он занят там и так далее. То есть вот выстраивается таким образом стена. А вот если бы президент прошел через горнило местных выборов, президент республики, выборов в муниципальный совет какой-то, было бы совершенно другое отношение, я уверен. Он бы просто понимал, что происходит внизу, и ну, не стал бы таким авторитарным лидером, как у нас это в итоге происходит, да, в России. Поэтому я считаю, что вот эта система выборов, она, наверное, более предпочтительна для России будущего. Да, согласен с вами. На самом деле очень правильная и логичная модель. И сейчас-то у нас просто как работает, у кого сколько денег, тот на такие выборы и идет. То есть там локальные предприниматели идут на выборы там местные, вот, а если человек совсем богатый, он может пойти, в общем, и на главу республики, например. Вот, поэтому, да, в общем, то, что вы говорите, очень воодушевляет на будущее в том числе. И последний вопрос, забыл про удмуртский контекст у вас спросить. Не могу вас как удмурта не спросить о том, как вы видите, какой вы видите роль удмуртского языка, удмуртской культуры в будущем нашей республики? Что касается языка, нас еще в Советском Союзе долго учили, что все языки умрут, все малые языки умрут, останется только русский язык, там английский язык, может быть, большие языки только останутся в итоге, и поэтому, в принципе, нет особого смысла упорствовать в изучении там и продвижении этих национальных языков. И поэтому в подкорке, в подсознании, мне кажется, у многих людей это сидит до сих пор. Потом, когда... И я действительно был убежден, что это, да, все языки умрут, зачем там упорствовать в изучении, там, друзья у меня в основном были русскоговорящие, и тихонько-тихонько уже в работе
я чувствую, что как-то я стал подзабывать, да, там меньше езжу в деревню, там к своим родным, меньше разговариваю на удмуртском. И, и потом как-то раз моя сестра, она работала в университете, преподавала, и к ней приехала тоже преподавательница по обмену опытом из Финляндии, Сара. И она начала разговаривать со мной на чистейшем удмуртском языке. И я чуть от стыда просто чуть не провалился сквозь землю, действительно. И она знала, ну она была полиглот, она знала там около 15 языков в совершенстве, да. Но тем не менее для меня это был какой-то момент, который я запомнил на всю жизнь. И я подумал про себя, как же так? Человек, финка, разговаривает лучше меня на моем языке удмуртском, но это стыд и срам. И поэтому тогда это было каким-то основополагающим моментом для меня стало, да, и я понял, что, ну, как Бог дал это разнообразие языков, и мы обязаны пытаться сохранить наши родные языки, да, национальные языки, родные языки сохранить и всячески поддерживать, потому что язык забывается, он уже потом не возродится. Это потеря, утрата, она уже окончательная будет. Поэтому, да, надо прилагать все усилия для того, чтобы сохранить наши языки родные. И поэтому в новой конституции, которую тоже мы рассматривали в Польше на съезде, там мы провозгласили то, что каждый имеет право говорить на своем языке, и каждая национальная республика обязана принимать все меры для поддержки национальных языков. То есть беречь то, что у нас, то, что нам дано Богом. Поэтому я считаю, что насильственно вводить изучение языков, допустим, в школах, наверное, это немножко неправильно. Но когда, допустим, в удмуртской деревне, там, где преобладающее большинство избирателей удмурты, стать депутатом муниципальным, я считаю, что нужно хотя бы основы языка какие-то знать, да, там, сказать, там, ну, поговорить с человеком, допустим, там, с бабушкой, с удмурткой, которая, может быть, плохо понимает по-удмуртски, народный избранник, он обязан хотя бы на бытовом уровне чуть-чуть, ну, хотя бы знать. То есть нужно, я считаю, что нужен какой-то тест, да, для того, чтобы муниципальным депутатом нужно потрудиться, кандидату в депутаты, потратить там какое-то время и изучить язык, потому что, ну, например, здесь, живя в Америке, я не могу себе представить, здесь нет обязательности изучения, допустим, английского языка. Он не государственный язык, здесь нет государственного языка в принципе. И я могу ходить там, требовать переводчика везде, но для меня, человека, ну, я считаю, что здравомыслящего, это немыслимо жить в англоязычной среде и не изучать язык этой территории. Это неправильно. Это будет мешать продвижению и меня, во-первых, и это будет ущемлять, при разговоре со мной, это будет ущемлять права, получается, и других жителей, которые не могут со мной нормально говорить на английском языке. Поэтому я считаю, что этот путь наиболее верный. Если ты проживаешь, работаешь на территории, на которой большинство говорит там, допустим, на удмуртском языке, ты обязан его знать и изучать, хотя бы основы. Вот. Но если, конечно же, преобладающее большинство говорит на русском языке, допустим, в городе Ижевске, там доминирует русский язык. Я считаю, там ситуация другая. Но там именно жители должны принимать решения. Не кто-то опять сверху там, да, а жители там собрали какой-то референдум и проголосовали. Нужно ли там депутату Госсовета обязательно там знать удмуртский язык, да, там на разговорном уровне хотя бы. Поэтому я здесь абсолютно демократичен, и я считаю, что такие вопросы должны решаться все-таки большинством голосов. Хорошо. Не стоит навязывать, да, если человека заставлять там через силу учить язык, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Если он не хочет там всеми фибрами души, он сопротивляется этому, и он считает, что это ему не нужно, то это ни к чему хорошему не приведет. Другое дело, что законы, принимаемые на той или иной территории, они должны быть для поддержки этих языков национальных, да, чтобы они не умерли.
каждый должен чувствовать ответственность за сохранение этого языка. Мне кажется, в этом смысле это достаточно совместимые вещи, чтобы и язык сохранить, и не было обязаловки. Я думаю, они в этом смысле друг другу не противоречат, я с вами согласен. Вот. Спасибо вам большое, что нашли время. Вот, очень подробно мы поговорили, и спасибо за воодушевляющие слова. Я думаю, наши зрители будут еще сильнее уверены, что будущее у нашей республики есть. Да, свободу России, свободу Удмуртии, свободу политзаключенным, свободу Навальному и всем политзаключенным, и остановить войну, вывести войска из Украины. Вам большое спасибо, да, свободу политзаключенным, свободу всем, и да, остановить войну, это сейчас самое важное. Друзья, делитесь своим мнением в комментариях и рассказывайте, каким вы видите будущее нашей республики. Поддерживайте нас на платформе Boosty, чтобы мы могли чаще выпускать новые видео, и большое спасибо тем, кто нас уже поддерживает. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о настоящем и будущем Удмуртии.